Доброго воскресного вечера. Время подводить итоги недели. В студии Анастасия Чебаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. А нас и здесь неплохо кормят, когда оказалось, что прожить можно и без поездок за границу. Объехав за один день северо-восток республики, мы поняли, что не зря этот край называют второй Швейцарией, а этот район – жемчужиной республики. Как не потерять лето, куда отправиться в условиях коронавируса, и изменятся ли цены на внутренний туризм? Что касается внутреннего рынка в пределах Республики Башкортостан, тоже есть определенное оживление. А ВОЗ и ныне там. Выехать на улицу по такому пандусу нереально. А в то, что здесь появятся новые, надежды уже почти нет. Пенсионерка Тамара Раскатова до сих пор остается пленницей в своей квартире. Инвалид-колясочник 10 лет добивается установки пандуса. До последнего пациента первый открытый в республике ковид-госпиталь завершает свою работу. Принято решение, что республиканская клиническая больница приступает к своей основной деятельности. О том, как врачи заменяют пациентам друзей и близких и что для них изменится после окончания пандемии. Репортаж из красной зоны. Можно сказать, что вот ради таких моментов и работают реаниматологи. Пациентов сейчас перевели из отделения реанимации уже в обычную палату. На службе людям социальные работники отметили свой профессиональный праздник. Многодетная мама, нуждающаяся в социальном обслуживании, но сама 25 лет проработала уже социальным работником. Пандемия для них стала проверкой на прочность, а тех, кто выстоял, помогает в новых реалиях жить другим. Извините, надо ехать, бабушки ждут. До свидания. 2021 год в республике объявят годом дорог. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил Ради Хабиров. Он назвал неудовлетворительное состояние проезжих частей большой проблемой. Глава региона поручил изыскать средства, работать с федеральным центром и увеличить дорожный фонд, чтобы в следующем году привести дороги в порядок. Что касается режима самоизоляции, глава республики заявил, что дальнейшего послабления пока не будет. Из-за хаотичного движения вахтовиков в республике начали фиксировать рост заболевших в возрасте 65+. Несколько дней суточный прирост зараженных в республике составлял свыше 100 человек. Уфимцы также стали пренебрегать и масочным режимом. Мы фиксируем, что в парках, скверах Уфы сейчас люди наоборот. Там 90%, если, вернее 10%, если маски носят, то это как бы успех уже. Вот эту ситуацию мы будем перемалывать. Не пойдет так. Сегодня мы с вами об этом поговорим. Все, пусть дирекции парковых служб, все патрули, какие есть, все организации должны быть направлены на то, чтобы людей убеждать. Те, кто нуждается, я готов снова пойти на то, что волонтеры будут раздавать маски, но люди должны все-таки приучаться в общественных местах по масочному режиму. Ради Хабиров предложил перенести торжественное мероприятие по случаю празднования Дня медицинского работника с 21 июня на 26. Ситуация с коронавирусной инфекцией не располагает к празднику. Предложение поддержал и министр здравоохранения республики Максим Забелин. Я в этом году хотел каким-то образом особо поблагодарить медиков. У нас там такая довольно серьезная и программа есть, где бы мы им сказали слова нашей благодарности и уважения. Плюс довольно большое количество наградных материалов, и федеральных есть, и республиканских. То есть у нас такое очень серьезное в этом году, хоть какие-то добрые слова мы сказали. Я хотел просить, чтобы медицинское сообщество поддержало меня, и я готов провести ряд мероприятий, в том числе там будет ряд публичных мероприятий, 26 июня. Также на неделе Ради Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавирусной угрозы. Так, согласно новой редакции документа, дети до 17 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей с 22:00 до 10 часов утра. С 15 июня возобновляется деятельность образовательных организаций, которые работают по программам дополнительного профессионального образования, связанных с практической подготовкой. С 22 июня начнут работать детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря, имеющие в штате медицинский персонал и в которых проводится лечение детей. Это лето жителям республики придется провести, не выезжая за пределы страны. Заграничный отдых недоступен. Максимум с 15 июля разрешено выезжать за рубеж, и то, если необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь. В свою очередь, внутренний туризм по прогнозам подорожает до 30%. Тут арифметика простая. Чем выше спрос, тем больше и цена. Сейчас туроператоры готовят массу различных пакетов для всех категорий отдыхающих. Но вот насколько отдых будет доступным, пытался разобраться Артур Шамсудинов. Сонькина лагуна, посмотрите, это вот остров.
Здесь очень красивая набережная. Зачем ехать в Диснейленд за границу, когда у нас и свой есть? Этот остров в Челябинской области уже не первый год неофициально называют уральским аналогом зарубежному парку развлечений. Во многом, конечно, условно, но посмотреть есть на что. Вот и телеведущая Элина Насырова нашла, чем занять себя с семьей на этих выходных. Путь проходил через такие красивые места, как Кургазак и Янгантау. Объехав за один день северо-восток республики, мы поняли, что не зря этот край называют второй Швейцарией, а этот район жемчужиной республики. В следующий раз обязательно хотим посетить пещеру Салават Юлаева и другие места северо-востока республики и геопарка Янгантау. Как не потерять это лето? Один из наболевших вопросов, которым задаются сейчас отдыхающие. Сезон отпусков в разгаре, при этом за границу путь закрыт. Туристам приходится искать варианты поближе. Приехали из Ярославля, направляемся в Айгир. О, а чем вас привлек Айгир? А нам просто больше некуда было лететь по России, поэтому мы решили поехать в Уфу. Подруга посоветовала, которая здесь выросла, живет, и, соответственно, говорит, очень клевое место. И все же внутренний туризм, несмотря на географическую близость, совсем уж дешевым никогда и не был. Бывалые отдыхающие могли даже поспорить, мол, неделя в Турции обошлась бы дешевле, чем в местном санатории. А с увеличением спроса эксперты и вовсе прогнозируют подорожание до 30%. В связи с тем, что очень высокие цены, например, на Алтай, на Байкал и другие направления, они реально выросли. В связи с этим спрос на эти направления хоть и есть, но он для ограниченного количества людей, можно это констатировать. Что касается внутреннего рынка в пределах Республики Башкортостан, тоже есть определенное оживление, но, к сожалению, на данный момент у нас существует турбаза, которая хорошая, если они уровень, то тоже ценовой сегмент очень достаточно высокий. В противовес пляжному отдыху, который дороже, все больше туроператоров в сжатые сроки начали осваивать новые варианты для своих предложений. Башкирские турфирмы, к примеру, включают в программы поездки в соседние регионы. Конечно, есть хорошие объекты размещения в нашей Российской Федерации, но, к сожалению, цена их зачастую превышает европейские объекты размещения такого же уровня и других стран. И нашему российскому туристу становится непонятно, откуда складывается такое ценообразование. В Баштурсоюзе заявили, что уже готовят семейные пакетные туры по республике. Сплавы, покорение горных вершин. К слову, пассажиропоток до Айгира увеличился в 4 раза по сравнению с прошлым годом. На озеро Аслыкуле водопад Шарлама это примерно где-то 1600-1900 рублей с человека. Айгир то же самое, где-то 2000-1800 рублей. Шихан Туратау тоже 1800. Пределы примерно такие. На однодневный. А на двухдневный это уже, конечно, становится подороже, потому что нужно проживание оплачивать. Допустим, вот на Еремель в среднем цена на одного человека где-то 4300-4500 рублей на 2 дня. А на сплав по реке Ай примерно 4300 рублей. На неделе стало ясно, что в России появится новый нацпроект, направленный на увеличение турпотока в стране и рост выручки в отрасли. Для достижения этих целей Кабмин может начать софинансировать расходы туроператоров, удешевлять перевозки и внедрять электронные визы для гостей из-за рубежа на территории всей страны. При оптимистичном сценарии реализация нацпроекта начнется уже в 2021 году и потребует не менее 80 миллиардов рублей ежегодно. За пределы России выезжать можно будет с 15 июля, но если только необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь. Эксперты говорят, что внутренний туризм получит мощный толчок для развития. Полет фантазии не ограничен как для предпринимателей, так и для отдыхающих, для которых будет еще один повод убедиться. Совсем рядом тоже можно найти немало интересных мест, о которых многие даже никогда и не слышали. Артур Шамсудинов и Айбулат Аминев. Итоги недели. Дом Веденеева могут наконец начать восстанавливать. Историки называют его одним из некогда самых красивых зданий Уфы. Рядом находится похожее строение усадьба Коншиной. Оба памятники архитектуры. Вот уже несколько лет они медленно разрушаются. Ленинский суд Уфы обязал собственников восстановить историческое наследие города. Произойдет ли это, выясняла моя коллега Лилия Курбанова. Даже вот гостям города показывать гостиный двор рядом, да, там такие здания интересные, фонтан, а тут трущоба натуральная.
В сердце города разруха. Марина Гибадатова живет по соседству с памятниками архитектуры на Карла Маркса, домом Веденеева и усадьбой Коншиной. Вот только сами местные жители порой не знают, что рядом история, ведь она спрятана за зарослями деревьев и рекламными растяжками. В 2007 году дом Веденеева закрыли огромными баннерами, тогда еще с напечатанными на них окнами и этажами, но фасад так и не ремонтировался. Менялось лишь одно – каждый раз новые изображения на плакатах. Усадьбу Коншиной построили в конце 19 века, а дом Веденеева несколькими годами позже. На балконах были литые решетки, над парадным входом изогнутые чугунные маркизы. Будущие памятники архитектуры возводили на улице Александровской, которую после переименовали в Карла Маркса. Именно в царское время улица Александровская была самая петербургская улица Уфы, когда здания одно за другим, кирпичные, каменные, красивые здания, одно краше другого, шли друг за другом, без прогалов, без пробелов, как на других улицах. Дом Веденеева несколько раз горел. Последний пожар 2 года назад. Защитники архитектурного наследия многие годы добивались восстановления. Сейчас Ленинский районный суд Уфы обязал владельцев отреставрировать дом Веденеева и усадьбу Коншиной. Собственники в течение 1,5 лет должны разработать проект и организовать экспертизу. На этом настаивает Башкультнаследие. Стоимость по разным оценкам может составить от 30 до 150 миллионов рублей. Здание большое, там 3700 квадратных метров. Понятно, что определенные аутентичные составляющие, дубовые, перекрыть и так далее, это то, что противопожарным нормам сейчас не соответствует, будет, так сказать, надо возводиться уже с учетом всех требований существующих СНИПов строительства. Да? Но и, соответственно, на приоритет остается все равно историко-культурной составляющей. Сейчас памятниками архитектуры владеют 2 организации. Это ООО «Эрмитаж». Оно, к слову, входит в группу компаний-застройщика, которая принадлежит кипрской фирме. Второй собственник – муниципальное унитарное предприятие службы заказчика и технического надзора Уфы. Они заключали договор развития застроенной территории квартала, в котором и находятся памятники архитектуры. В прошлом году МУП намеревался продать свои права и обязанности строительной фирме «Стройтек» за 67 миллионов рублей. При этом ранее администрация города оценила долю почти в 3 раза дороже. Но продать не успели. Управление республиканской ФСБ пресекли эту попытку. Сейчас принимается решение, продлять ли договор с нынешними владельцами архнаследия. Один из вариантов восстановления исторических памятников – финансирование за счет средств инвесторов. Пока есть 4 заинтересованные компании. Это фирмы, которые вовсе не против, чтобы доходный дом Веденеева вновь приносил доходы, а не ущерб для облика Уфы. Инвесторы имеют право получить доступ к зданию только на торгах. А здание мы не можем обязать МУП выставить здание на торги. Не можем. Оно вот стоит как собственник, владеет и ничего со зданием не делает. Либо администрация должна изъять у МУП и отдать на торги, чтобы инвесторы имели возможность участвовать конкурентоспособно, выигрывать торги и начинать реконструкцию. Служба заказчика и технического надзора Уфы ситуацию комментировать пока отказались. Между тем, история дома Веденеева только порастает мхом в прямом и переносном смыслах. Разрушенные стены, обвалившаяся крыша. На территории, по словам местных жителей, давно не видно даже людей без определенного места жительства, которые раньше прятались внутри памятников архитектуры от дождя. Нету ни крыши, просто голые стены остались. Лилия Курбанова, Булат Закирьянов, Новости Уфа. Республиканская клиническая больница больше не принимает пациентов с коронавирусом. На базе РКБ заканчивает деятельность ковид-госпиталь. Он теперь работает только на выписку. Медучреждение собирается перейти на привычный режим. Частично это уже происходит. Полностью РКБ войдет в штатный график после того, как будут выписаны все пациенты с ковид-19 и обработаны и приведены в порядок помещения госпиталя. Мы побывали в красной зоне и узнали о том, как сейчас работают медики. Сегодняшний обход намного отличается от предыдущих дней. Сегодня день выздоровления, день выписки. Этого момента одинаково ждут и пациенты, и врачи. Для первых означает возвращение домой. Для вторых лишь маленький шаг к этому и еще одна личная победа над коронавирусом. Эльмира Асылбаева здесь уже больше 3 недель. Поступила в состоянии средней тяжести. Прям так рада, что выздоровела, когда мы сказали, что у меня пришли анализы отрицательные, маски. Я очень рада тому, что я выздоровела. Благодаря сотрудникам, благодаря тому, что они с чутким вниманием относились. Вы, наверное, даже не знаете, как они выглядят-то в принципе, да? Ну да, только вот глаза, их не глаза, чуткие, добрые.
По ним и по голосу узнает и заведующую Гульназ Грицаенко, и лечащего врача Леонору Салихову. Последнее напутствие перед выпиской. Впереди 2 недели самоизоляции и ведения чек-листа, где нужно указывать отсутствие или появление симптомов, в случае чего оповестить терапевта. Пациентов медики провожают до выхода. Спасибо вам большое. Будь здорова, ладно? Не болей. И это не дежурные пожелания. За время лечения они уже успевают перейти с пациентами на «ты». Сроднились. Тут сотрудники больницы не только в роли медиков, но и в роли родственников, которые их не могут посещать. Зайдут, приободрят, поддержат добрым словом. Обратите внимание, какие у нас позитивные рисуночки на спине. Это для наших же пациентов. Солнышко есть, что выздоровление впереди. О том, что нужно пациентам, она знает не понаслышке. Так получилось, что Гульназ Адиповна была в числе тех врачей РКБ, кто заболел коронавирусом. Она была в первой вахте среди закрытых больниц и медиков. Затем уже пациентка инфекционной больницы и, наконец, мамой болеющего ребенка. Дочь заразилась от нее, когда о своем диагнозе Гульназ Грицаенко не знала, как и остальные врачи. И, наверное, тяжелее всего давалась 3-я роль. Теперь все это опыт. Помогает понимать пациентов с разных сторон, понимать проблемы и пациентов, и проблемы докторов, которые сейчас работают. Помогает преодолевать психологические трудности пациентов. А так звучит реанимация, гулы писк аппаратуры и еле слышное тяжелое дыхание пациентов на ИВЛ. Отсюда больных выпускают не так часто, говорят медики. Но сегодня как раз тот самый счастливый момент. Пациентку, которая была доставлена в тяжелом состоянии и подключена к ИВЛ, перевозят в палату. Появились улучшения. Очень даже было тяжело, когда было дыхание закрыто. Не могла дышать я. Шагать не могла вообще. 25 метров. Вот 20 метров даже не могла шагать я. Была надежда в опорах наших врачей. У них такие умные, светлые глаза, чуткие руки. Я была вся в надежде в них. Спасибо им за их труд. Очень благодарна. Спасибо большое. Файрузе Нафиковой 65 лет. Четверть века она страдает сахарным диабетом. Это и стало одной из причин тяжелого течения болезни. За ее жизнь врачи боролись. И чтобы сказать эти слова по телефону, медикам пришлось попотеть в прямом и переносном смысле. Здравствуйте, реанимация. Мы переводим пациентку Нафикову на лежачей каталке. Приезжайте. Да, спасибо. Инсулином подождите, пожалуйста. Все, поехали. Выздоравливайте. Спасибо. Можно сказать, что вот ради таких моментов и работают реаниматологи. Пациентов сейчас перевели из отделения реанимации уже в обычную палату. Это еще не выписка, лечение женщина продолжит, но ее жизни уже ничего не угрожает. Бабулечка, нужно встать. Обед. Лео, так. Забота – это то, что необходимо им как лекарство. Эта бабушка последние несколько дней уже пытается самостоятельно кушать. Своим пациентам врачи РКБ помогают не только как медики, но и как доноры. Многие из них сами переболели ковидом. Пациенты были абсолютно безнадежны. На фоне тех рекомендаций, которые мы выполняли, это и плазма с антителами, которые сдавали наши сотрудники, либо же доноры. На этом фоне пациенты оживали практически на глазах. Большое количество пациентов сейчас находится на этажах, которые были на искусственной вентиляции легких. РКБ стала одной из первых больниц, перепрофилированных в ковид-госпиталь. Сейчас медучреждение уже не принимает коронавирусных пациентов. Работают только на выписку. Принято решение, что республиканская клиническая больница приступает к своей основной деятельности оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологической. Что пациенты, которые к нам поступают в плановом порядке, берутся мазки, проводится компьютерная томография. После получения отрицательных мазков они уже госпитализируются в профильные отделения. У нас радостный момент из всей этой вирусной ситуации, что есть выздоравливающие и выписывающиеся пациенты. Когда заступила смена Гульназ Адиповны, в ковид-госпитале было более 80 пациентов с коронавирусом. Сейчас остается около 40. Но среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Работать медики будут до последнего. Они уже научились терпеть душные костюмы, обходиться без туалета и воды по 8 часов. Но сложнее всего, признаются врачи, жизнь без близких. И эта коронавирусная история, говорят, заставит после ее окончания взглянуть на жизнь
по-другому. Можно пользоваться любой возможностью побыть со своими близкими, родными. Возможно, даже их лишний раз обнять. Потому что, как жизнь показала, этой возможности может и не быть. Как бы нам это ни хотелось. Анастасия Чебаева, Артур Елаев. Итоги недели. Социальные работники на этой неделе отметили свой профессиональный праздник. 20 лет назад в России учредили его на государственном уровне. Число тех, кто нуждается в услугах в Башкортостане, растет из года в год. И сегодня таковых уже более 400 тысяч человек, треть из которых пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья. Лучшим в этой сфере глава республики Ради Хабиров вручил государственные награды. А тех, чья профессия помогать, расскажет моя коллега Екатерина Тимиряева. Да, поговорит, пообщаться со мной. Все хорошо. 90-летняя Ольга Кулакова из Благовещенска начала пользоваться услугами социальных работников, как вышла на пенсию. Вот уже более 20 лет. Почти год бабушка под присмотром Юлии Гришовой. Девушка оплачивает коммунальные услуги и покупает продукты питания. Но самое главное – разговаривает с подопечной и слушает рассказы о ее молодости. Пенсионерка говорит, что найти приятного собеседника в ее преклонном возрасте – большая роскошь, и считает, что тем, кто выбирает профессию социального работника, от государства должен быть почет и уважение. Молодцы. Им надо по горячей сетке 50 лет на пенсию. Мы же ядовитые, старые сейчас. Нам все не так, все не едок. Социальные работники приходят на помощь к тем, кто больше всего в них нуждается. К одиноким пенсионерам, воспитанникам детских домов, людям с ограниченными возможностями здоровья. Их число, по данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана, в республике растет из года в год. В 2016 году 331 тысяча, в 2019 уже более 401 тысячи. Как тебе? Красиво? В День социального работника в детском доме устроили сабантуй для воспитанников. К своему профессиональному празднику замдиректора Денис Острожков решил порадовать мальчиков и научился делать модные прически. Из-за пандемии коронавируса в социальные учреждения парикмахеров не пускают. У малышей нет семьи, а близких заменяют социальные работники. И это вся большая и дружная семья. Поэтому и праздник получился общий, хоть и для своих. Получается, в режиме карантина осваиваем новые профессии. Вот сейчас к нам пока парикмахеры не могут заходить, поэтому вот я замдиректора решил постричь всех парней, всех мальчишек. Вот. Ну, вроде получается. Первый раз было немножко волнительно, а потом, когда мальчики сами в очередь выстроились уже, значит, получается. Я здесь нахожусь 8-й год. Я привык, я считаю детский дом как дом. К сожалению, такие проблемы были с родителями, вот. Но я на них не обижаюсь. Воспитатели, я ко всем привык. Фаниса Мальковна, наш директор, я ее считаю как маму. Воспитатели как няни, родители, там, сестры. По словам руководителя Башкирского детского дома номер 1, особый режим, который ввели из-за коронавируса, стал проверкой на прочность для всех. Но сложности уже позади. Необходимо было объяснить детям, взрослым, семьям своим близким. И затем нужно было принять сложившуюся ситуацию. Нужно было объяснить каждому, не вызывая чувства тревоги, не посеять тревогу. С профессиональным праздником лучших представителей отрасли поздравил на этой неделе глава Башкортостана Ради Хабиров. Он сказал, что понимает величину нагрузки на каждого работника и выразил им благодарность за труд. В республике на одного сотрудника в сельской местности приходится в среднем 18 подопечных, а в больших городах – до 23. В социальной сфере большинство сотрудников – это женщины. Все эти последние недели и месяцы уже и медики, и волонтеры, и вы, уважаемые социальные работники, по сути, это необразно говоря, находитесь на переднем крае борьбы за сохранение здоровья людей и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И ситуация, которую мы сейчас проживаем вместе с вами, и условия, в которых мы сейчас находимся, очень непростые, требуют особой мобилизации наших всех сил и ресурсов. И хочу от души поблагодарить вас всех за то, что смогли очень быстро перестроиться и наладить работу в этих условиях. Спасибо, что оценили нашу работу маленькую такую. Я сама как бы многодетная мама, нуждающаяся в социальном обслуживании, но сама 25 лет проработала уже социальным работником. Знаете, такое волнение,
Наверное, потому что это очень неожиданно еще было, и поэтому это вдвойне, гордость перед детьми. Безусловно, рада. И огромные хочу слова благодарности выразить Раде Фаритовичу. Безусловно, коллектив у нас замечательный. Спасибо моему коллективу за такую высокую награду. И без этого коллектива, конечно, у меня такого не получилось бы, естественно. День социального работника в России появился 20 лет назад. Сфера в Башкортостане динамично развивается. Последние 3 года, к примеру, нет очередности на обслуживание. А самые популярные услуги – сиделки, социальные столовые и такси. Ради Хабиров назвал дату «Днем добра и милосердия». Только те, для кого эти качества определяющие, могут делать счастливыми других. Этого правила придерживается и соцработник из Благовещенска Юлия Гришова. На ее попечении 15 человек. К ним она добирается на велосипеде и всегда с улыбкой. Извините, надо ехать, бабушки ждут. До свидания. Екатерина Тимиряева, Артур Елаев, Булат Садриев, Родион Матвеев. Итоги недели. ВОС и ныне там. Прошлым летом наш телеканал рассказал историю Тамары Раскатовой. Инвалид-колясочник из Уфы 9 лет не могла выйти из своей квартиры, куда ее переселили из аварийного жилья. Причина – в отсутствии пандуса. Женщину как будто не слышат. Она стала заложницей собственной квартиры. Азат Садриев вновь посетил пенсионерку. Из комнаты на кухню и обратно. Вот единственный маршрут передвижения Тамары Раскатовой за последние 10 лет. Инвалидная коляска едва помещается в дверной проем. Пусть не с первой попытки, но пенсионерка все же проезжает и ставит чайник. Пока он закипает в куче документов и отписок, пытается найти ответ на многолетний вопрос, когда она сможет без посторонней помощи выйти на улицу. Во исполнение решения суда Октябрьского района города Уфы. А решение суда гласит о том, что выделить вне очереди квартиру, подходящую по всем СНИПам и законам для прохождения в инвалидной коляске. Еще одна проблема для пенсионерки – элементарно помыться. Если на кухню инвалидная коляска с трудом, но проезжает, то попасть в ванную комнату просто невозможно. Я 10 лет в ванной не мылась, можно сказать. Подъезжаю вот так, дочь меня мокрым полотенцем протирает. За порог собственной квартиры Тамара Раскатова не переступала с тех пор, как грузчики прямо в инвалидном кресле перевезли ее сюда из аварийного дома. Впервые за 9 лет она смогла подышать свежим воздухом в прошлом году, когда наш телеканал организовал ей поездку по городу. Вес электроколяски – более 50 килограммов, поэтому без помощи 2 взрослых мужчин на улицу было не выйти. Тогда нас сопровождал друг пенсионерки Владимир Маргамов, сам тоже инвалид первой группы. Мужчина рассказывает, что после выхода сюжета на БСТ у подъезда несколько раз собирались представители администрации, общественных организаций, но дальше слов дело не пошло. В 2010 году вышло постановление администрации предоставить ей жилье, пригодное, отвечающее всем техническим, санитарным. Вот оно, пожалуйста, вот оно жилье вот это. То есть это жилье, оно заведомо непригодно, но администрация делает. А зачем ты, мол, соглашалась? А что, был выбор, говорит, что ли? Владимир Маргамов и Тамара Раскатова дружат почти полвека, но теперь общаются лишь в интернете. По понятным причинам встретиться вживую не получалось. Дело не только в отсутствии пандуса на улице, но и в тамбуре подъезда. Прокуратура города взяла эту ситуацию на контроль и потребовала провести обследование дома на возможность создания безбарьерной среды. В настоящее время данные документы поступили в Уфимскую мэрию, по результатам рассмотрения которых будет окончательно рассмотрен вопрос о пригодности или непригодности жилого помещения для проживания инвалида. Очередное лето Тамара Раскатова, скорее всего, проведет в своей квартире. Выехать на улицу по такому пандусу нереально. А в то, что здесь появится новый, надежды уже почти нет. Единственный выход – предоставление инвалиду-колясочнику квартиры, подходящей по всем параметрам. Но после многолетнего ожидания в то, что этот вопрос решится в ближайшее время, пенсионерка не верит. Азат Садриев, Вадим Исламов, Азат Узбеков и Роман Мукуфа. Итоги недели. Уфа. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. Спасая ребенка в столице региона, погиб 18-летний парень. Трагедия произошла на реке Белой. Молодой человек, заметив тонущего мальчика, бросился на помощь. Он вытолкнул его из воды, но сам не смог выбраться на берег. Водолазы нашли его тело спустя несколько часов. Хаджи Мурат Каландаров приехал из Таджикистана в Уфу учиться и в этом году закончил первый курс аграрного университета. Его тело в ближайшие дни должны отправить на родину.
Два проекта из Башкортостана стали победителями грантового конкурса Русского географического общества. Это первый межрегиональный фестиваль Таратау, организуемый башкирским отделением РГО и педуниверситетом. Второй проект связан с созданием учебно-научной базы для геопарков республики. Речь о Ингантау и Таратау. Планируется расширить и подготовить образовательные программы и необходимое техническое оснащение. В минувшую пятницу республику вновь накрыла непогода. В столице ветер валил деревья, одно из которых упало на 3 машины и оборвало линии электропередач. Уфимцы поделились в соцсетях также кадрами водопада на лестницах внутри подъездов, а на улицах машинам приходилось бороздить затопленные дороги. В Уфе прошел 6-й этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». На дорожку ипподрома Акбузат вышли жокеи из Аскинского, Калтасинского, Гафурийского и Туймазинского районов. В очередной раз соревнования прошли без зрителей, но в прямом эфире нашего телеканала. Победу одержали представители Гафурийского района, которые вышли на скачку в военной форме времен Великой Отечественной войны. В Уфе становится все больше граффити, посвященных медикам. На фасаде операционного блока 21-й больницы появился портрет врача. Художник трудился над масштабной картиной днем и ночью. Еще одно граффити появится на здании республиканского кожвендиспансера. Композиция будет состоять из 2 частей. Высота рисунка составит 23 метра, а ширина более 10. Работа должна быть завершена ко дню медика 21 июня. Рисунки посвятят и деятелям культуры и искусства из республики. Арка, на которой появится арт-объект, относится к первому корпусу БГПУ, где учился Юрий Шевчук. Его изображение в костюме космонавта уже появилось на стенах. В скором времени звездный космос пополнит портреты Земфиры, лидера группы «Люмин» Рустема Булатова и оперных певцов Ильдара и Оскара Абдразаковых. Поклонники также смогут дотронуться до следов их ладоней. Башкортостан и впредь будет надежной опорой Великой России. Об этом глава республики сказал в тексте своего поздравления, адресованного жителям в честь праздника. Руководитель региона принял участие в праздничных мероприятиях, возложил цветы к монументу дружбы, возведенному в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав русского государства. В церемонии по понятным причинам принимало участие ограниченное количество лиц. В эти дни республика также отмечает 266-летие народного героя Салавата Юлаева. В память об этой дате Ради Хабиров под звуки Курая возложил цветы к памятнику национальному герою Башкортостана. Гимн на высоте. Жители республики отметили 12 июня, соблюдая все меры эпидемиологической безопасности. Белоречане приняли участие во всероссийском флешмобе «Мы Россия» на вершине горы Арвя-Крязь, а уфимцы посмотрели праздничный концерт прямо из окон своих квартир. Сольные исполнители, творческие коллективы, любители и профессиональные артисты. В честь Дня России белоречане объединились в один большой хор и в онлайн-режиме исполнили гимн страны. Кульминацией стало выступление на самой высокой точке хребта Уралтау, в вершине горы Арвя-Крязь. А такие концерты организовали прямо в уфимских дворах. Башкирская столица поддержала акцию «Поем двором». Вместо зрительного зала – окна квартир и балконы. Надев маски, на улицу вышли те, чьи квартиры расположены с другой стороны дома. В условиях пандемии организовали такой чудесный для всех жителей дома концерт. Чудесные песни, подпеваем, радуемся. Всех с праздником, с Днем России! Концерт длился полчаса, но впечатлений у жителей дома теперь хватит надолго. Никто из них не думал, что когда-то придется отмечать один из главных праздников страны в узком кругу со своими соседями, а не на площади перед горсоветом. В праздничный день на сцене городского дворца культуры планировали выступить и артисты Национального симфонического оркестра. Вместо этого пришлось записывать видео поздравления с соблюдением социальной дистанции. К профессиональным музыкантам в онлайн-режиме присоединились и дети. Вместе они исполнили популярную песню башкирского композитора Рима Хасанова «Уфимские липы» на слова Назара Наджми. Айгуль Хатыпова, Азат Садреев, Роберт Давлетбердин и Виктор Миренков. Итоги недели. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.